Но мы ходили на стадион, мы же жили по прямой, на Первомайской, туда через драмтеатр вниз. Была у меня подружка Ира Селькова. Вот, она жила на Юхнина. Это, значит, по Красным партизанам еще 2 квартала. Вот она ко мне приходит уже на коньках. Я свои натягиваю, мы идем туда, чтобы не стоять очередь, чтобы в раздевалку не заходить. Вот. Мы дома оделись, коньки напялили, пошли. Туда дошли, да. Полчасика покатались, а еще же назад. А голеностопы-то уже не выдерживает, да уже и ноги замерзли. Мы шли по сугробам, потому что в сугробе было легче идти на коньках, чем по дороге. Почему нельзя было просто их снять? А мы же в них уже пошли туда. Конечно. Мы же все время выгадывали, чтобы там не стоять в очереди в раздевалку, переобуваться, переодеваться. Не, мы дома одели коньки, обули и пошли. И вот уже идешь домой, вот до драмтеатра мы как-то доползали обратно уже, да? А потом у нас голеностопы вот так вываливались просто вот так. Мы идем, мы вот на этих култышках на боковых до дома доходили. Или просто ползли в сугробах. Настолько. Придешь домой, коньки скинешь, а пальцы хрустят, как капустные листья. Они не чувствуются, но такой хруст идет. Нет, все равно весело же было. Дима, очень весело. Очень весело. Я говорю, вот у меня сейчас подружка приезжала, но ой, вспоминали, конечно. Есть что вспомнить. Я не знаю, как сейчас, но сейчас, может быть, дети будут рассказывать, сколько он этапов прошел в такой-то игре или в такой-то. Понимаете? Результатами. А мы-то эмоциями делились.